Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале Движение за независимость Саха. Прежде чем я начну, я по традиции хочу попросить всех тех, кто не подписан на наш канал, подписаться, поставить лайк этому и другим видео, и по возможности прокомментировать это и другие видео. Всем заранее спасибо, я начинаю. Сегодняшнее видео я хочу посвятить тому скандалу, который сейчас набирает обороты в якутских пабликах. Это скандал между политиком Владимиром Паскочиным, предпринимателем и экс-депутатом Афанасием Максимовым. Кстати, Афанасий Максимов не так давно заявил о том, что он будет выставлять свою кандидатуру на выборы главы, будущие выборы главы Республики Саха. Выборы пройдут в 2028 году. И бывшему руководителю организации Устюмсю Иннокентия Макарове. Ну, такой якутский националист, такой поборник традиционных ценностей, да, и все такое. Между ними разгорелся скандал. Этот скандал, я могу сказать, из разряда «они ругаются, а мне стыдно». Почему они ругаются, а мне стыдно? Я думаю, что многие из тех, кто наблюдает за этим скандалом, они тоже, у них тоже такое же ощущение, как у меня, да, возникло. Почему-то очень нехорошее впечатление, такое мерзопакостное такое впечатление оставляет этот скандал. Давайте коротко, да, по фактам о том, что произошло. По словам Макарова, к нему в WhatsApp-чат пришли Паскочин и Максимов. Макаров говорит о том, что они начали его провоцировать. Они начали его провоцировать, говорить о том, о его прошлом, о прошлом Макарова, что он, дескать, участвовал в рейдах на территории колоний якутских. Всем известно, что Максимов какое-то время, ну, скажем, продолжительное время отбывал наказание в якутской колонии, в одной из якутских колоний. Ну и, в общем, он говорит о том, что, если ты краповый берет, там, да, то ты черная маска, белый медведь, в общем, и ты мог заходить, значит, в колонию и избивать таких же сограждан, как я, да, и как ты. В общем, вел себя не очень хорошо по отношению к жителям республики, таким же, как мы, короче говоря. Макаров, в общем, не выдержал и, в общем, взорвался. Разразился гневной тирадой в отношении Максимова и Паскочина, назвал их провокаторами и пригрозил тем, что он соберет своих молодых людей, и в этом случае вызовут ли, значит, забьют ли они ему стрелку. Да, вот этот вот прозвучала стрелка, это натуральный жаргон криминальный из 90-х годов. Вот на что свои видео записали и Максимов, и Паскочин. Максимов сначала сказал, что ну давай я с тобой поговорю, я тебя утихомирю, я, в общем, человек не злой. Но потом он сменил риторику, он сказал о том, что я уже собрал документы, и мы, в общем, с лингвистами будем работать и будем, скорее всего, подавать в суд на Макарова за то, что Макаров так, в общем, оскорбительно высказывался. Но речь Макарова была, знаете, такая базарная, да? Очень много матов, мат-перемат. Такое ощущение, что человек вообще по-другому разговаривать не умеет. Паскочин записал тоже свое видео, и он призвал Макарова видеть причины и следствия. Не заниматься всеми этими пустыми делами, а конкретно заниматься проблемами республики, видеть, понимать причины и следствия, почему мы так плохо живем и кто в этом виноват. Ну, это так коротко, да, в двух словах. Речь Паскочина была довольно-таки длинная. Максимов, кстати, да, потом он еще одно видео записывал, и он тоже говорил о том, что на самом деле Макаров
занимается не тем, чем нужно заниматься в Республике Саха. Я тоже, кстати, об этом говорила. Посмотрите предыдущее видео мое, где я сказала о том, что это имитация бурной деятельности. Когда, помните, когда Макаров предложил полиции совместные рейды по барам, где сидят девушки с мигрантами. Ну, это вот любимая старая, значит, песня, имитация бурной деятельности, да, когда они пытаются женщин волочь по домам, да, чтобы они ни с кем нигде не встречались. Им почему-то кажется, что по барам у нас исключительно жители Центральной Азии ходят. Хотя мы знаем, что жители Центральной Азии в большинстве своем не пьют, потому что они мусульмане. Центральная Азия – это практически все мусульмане, и они не пьют, и по барам, соответственно, они не ходят. Вот, так что девушки там зажигают исключительно с жителями Республики Саха. Вот, что я хотела сказать по этому поводу. Ну и последнее видео, ну, два последних видео, это было видео Макарова, где он уже в таком примирительном тоне обращался к Паскачину и Максимову. И вы знаете, одна такая фраза была у него, ну там у него было несколько интересных фраз, одна из них была такая: ну это вы, большие политики, это вы деньги, это вы люди, которые имеют большие деньги. Что вы хотите от меня, от маленького человека, да? Кыра хара амук, он так сказал, так сам себя назвал. Вот представляете, да, как человек манипулирует, как человек пытается таким образом выставить себя ближе к народу, да? Он такой, значит, народный, как все, маленький, никак не влияет, да, на судьбу Республики Саха. Это вы влияете, он сказал. И вторая фраза, которая была им сказана: а что вы типа как девочки обиделись на мои маты? 400 лет Республика Саха, значит, живет в составе, там было дословно, там было дословно так очень сказано, ну, я не могу перевести дословно, но контекст такой, что мы находимся 400 лет под оккупацией русской. И не делайте вид, что вы не знаете русских матов. Вот. В общем, такое довольно неприятное впечатление от всего этого, от всех этих речей Макарова, да. Пытается быть хитрить, да, представлять из себя человека, который ничего не имеет никакого веса, маленький. В общем, что вы от меня хотите? Вот я такой, да, смиритесь со мной. Я сорвался на все вот ваши провокационные речи. Я не мент, ну, дескать, что я мент и что я там кого-то избивал. На самом деле такого не было. Я вообще, на самом деле, не хотела бы обсуждать слова Макарова. В них нет ничего внятного, в них нет ничего стоящего, да, стоящего для обсуждения. На фоне того, плюс, да, что мы все не любим, на фоне его любви, в чем он неоднократно признавался публично, на фоне его любви к Айсену Николаеву и к Владимиру Путину. И это при всем, что он говорит, что мы 400 лет находимся под оккупацией российской. Вот. Поэтому не хочется обсуждать его слова, в них нет ничего интересного. После скандала, значит, видео с, ну, такой, он посетовал в своем видео, Михес, известный якутский блогер, тоже выпустил, да, и он посетовал, он сказал, что вот, да, на фоне предстоящих выборов, таких скандалов грязных, с вот этим грязным бельем, с этой руганью, да, с этими скелетами из шкафов, да, будет очень много. И посетовал на то, что у нас нет никакой политической культуры, во-первых, и во-вторых, он сказал, что у нас, к сожалению,
нет национальной идеи и нет духовного лидера. Я с ним на самом деле согласна. Единственное, что я хочу сказать, что в наше время, вот сейчас, в современных реалиях, ни национальные идеологии, да, невозможно выстроить. Невозможно говорить о национальной идее, пока мы находимся в составе Российской Федерации. И невозможно говорить о появлении духовного лидера, пока мы находимся в составе Российской Федерации. Я сейчас объясню почему. У нас в Республике Саха система выстроена так, что нет политического, во-первых, нет политического запроса на появление духовного лидера. Москва не даст, понимаете, такому запросу созреть. И нет такого большого потрясения, как, например, это было в 90-е годы, когда Республика Саха буквально стала независимым государством. Ну, то есть буквально на территории бывшей автономной республики Якутской ССР выросло новое, но это все равно потрясение, да, выросло новое государство. Это был большой стресс для народа. Именно поэтому мы находимся в состоянии такого загнивающего болота, да, а на болотах, как говорится, никакой национальной идеи не построишь, и на болотах, как говорится, никакой духовный лидер не вырастет. Я могу привести в пример вот 90-е годы, как я уже говорила, да, и тогда якутский лидер у нас появился духовный, Михаил Ефимович Николаев. И он буквально начал строить новое государство. Он стал буквально вот таким неким духовным лидером, да, якутского народа. Но якутский проект Михаила Николаева по большому счету не сработал. Хотя Николаев действительно пытался и национальную идеологию как бы придумать, да, воплотить ее в жизнь, и быть духовным лидером. Почему у Михаила Николаева не получилось? Во-первых, он строил такой мягкий национальный проект, который был встроен в общую федеральную повестку. Он был встроен в Москву, да, грубо говоря. Во-вторых, он не хотел конфликтовать с центром. И в-третьих, у нас не было ни своей армии, да, то есть никакой силовой опоры у нас не было, и у нас не было медийной опоры. То, что появилось в 90-е годы при Николаеве, например, тот же самый НВК Саха, у нас появилось много независимых медиапроектов, появились, да, и тот же самый Якутский вечерний вырос, такая большая медиа-империя вместе с типографией и вместе с другими, там Она Плюс, помните, была, да, выпускалась, Орто Дойду тогда же выпускался, помните, еще была газета, которую тоже выпускал медиа-гигант, вот, Левиных, я говорю про Левиных. Накукан был такой проект, да, довольно-таки смелый, да. Вот, вот это вот все, но не было вот такого большого якутского независимого гиганта медиа. НВК Саха, то, что появилось в 90-е годы при Николаеве, это все-таки был государственный проект, республиканский проект. Понимаете, если бы появился НВК Саха независимый, то это был бы совершенно другой разговор. Возможно, тогда при помощи независимых СМИ, ну, конечно, мы не можем говорить, что было бы, да, как бы все мы знаем, что история не имеет сослагательного наклонения, но тем не менее, может быть, тогда при помощи независимых якутских медиа как раз-таки и появились бы, ну, мы больше смогли бы говорить о строительстве какой-то национальной идеи, да, и, может быть, тогда бы наш духовный лидер не был бы таким авторитарным, хотя он все-таки он был авторитарным. Республика, имея двухуровневый парламент, она все-таки была, и клановую систему, да, тогда еще, она все-таки была суперпрезидентской, она все-таки была авторитарной, да.
Николаев был авторитарным правителем у нас. И тем не менее, якутский проект Николаева, он во многом помог республике Саха, во-первых, сохранить язык. Посмотрите, да, при Николаеве начался массовый приток в города, практически русскоязычные города полностью, да, там, не знаю, 90% населения до 90-х годов в городах, в Якутске в том же самом, это было русскоязычное население, 90%. При Николаеве этнические саха из деревень стали переезжать в Якутск. И тогда в Якутске зазвучала по-настоящему якутская речь. Понимаете? И тогда в школы пошли саха, дети саха. Я училась в 80-е годы в школе. Нас саха было всего там 3 человека, и то все были русскоговорящими, да? В других классах было практически абсолютно то же самое. На весь город у нас была одна якутская школа, по-моему, 14-я. Вот одна всего была, потом появилась вторая при, по-моему, Михаиле Николаеве, как раз таки вторая школа стала якутской школой. Вот, Николаев, возвращаясь, да, Николаев помог сохранить язык, Николаев помог поднять статус элит, Николаев создал, ну, символику создал, да, все наши атрибуты, вот, которые мы сейчас имеем, флаг, там, я не знаю, герб, гимн, и он помог выстроить политические институты. У нас появилась Конституция, у нас появился Конституционный суд, у нас появился парламент, и у нас стали возможными выборы. Выборы главы республики, выборы глав улусов и выборы глав городов и наследов. Вот что большое дело сделал Михаил Ефимович Николаев. К сожалению, он не смог сформировать до конца политическую нацию. Вот. И при нем, к сожалению, так и не сформировались. Может быть, это было бы позже, но Россия, опять же, нам не дала это сделать. Да? При нем не создавались независимые институты. И лидеры, которые выросли при нем, тот же самый Виктор Федоров, политически очень, ну, политик, да, мы знаем, тот же самый Владимир Федоров, извините, тот же самый Федот Тумусов, да, и тот же самый Айсен Николаев, тоже политики же, все политики, все выросли во времена Михаила Ефимовича. Но они не были независимыми, они не развивались, не росли как лидеры политические, как политические деятели вне Москвы, к большому сожалению. Вот, поэтому после Николаева все это быстро закончилось, и все это, значит, обратно превратилось в управляемый такой региональный филиал, скажем так. А сейчас строительство политической нации, оно, в принципе, невозможно. Политическая нация – это что? Да? Это общность людей вне зависимости от этнической принадлежности, людей, которые проживают в одном государстве, скажем, ну, проще говоря, да. Это люди, у которых есть образ будущего государства. И это люди, политическая нация, которая живет в государстве и работает во благо этого государства, вне зависимости, еще раз, от своей этнической принадлежности. Вот, допустим, когда Республика Саха станет независимой, мы будем строить политическую нацию. И в эту политическую нацию, допустим, как в Америке, да, по примеру Америки, будут входить любые этносы, будь то саха, будь то русские, будь то этнические украинцы, немцы, я не знаю, там, буряты, ну, эвены, эвенки, юкагир, долганы, понятно. То есть все те этносы, которые будут жить и работать во благо Республики Саха, во благо своей родины. Вот это вот будет политическая нация. При Николаеве, к сожалению, эта политическая нация не выросла. И сейчас, в современных российских реалиях, построение политической нации, и тем более
национальные идеи невозможно. Ну, тем более, не тем более, ну, в общем, и нации, и национальные идеологии невозможно. И также невозможно вырастить, ну, сейчас не то время, чтобы появился духовный лидер. Почему невозможно, почему вот те люди не могут быть, эти люди не могут быть, ну, отдельно вот по кому-то, по Паскачину, допустим, или по Максимову, или по Александру Иванову, почему они не могут быть политическими, духовными лидерами, да? Ну, во-первых, духовные лидеры рождаются во времена глобальных перемен. Тогда, во времена глобальных перемен, каких-то вот таких очень сильных стрессовых состояний, да, для государства, например, как у нас было в 90-е при распаде Советского Союза, у нас появился такой духовный лидер Михаил Ефимович Николаев, и это должен быть очень сильный, радикальный, даже я бы сказала, запрос от нации, от жителей республики. Сейчас загнивающее болото, да, никакого, значит, лидера на этих загнивающих болотах появиться не может. Я еще бы хотела сказать отдельно, Иванов может быть в будущем, да, если дать ему развиваться как политическому деятелю в независимой республике, и из него получится очень хороший такой духовный лидер, может получиться, абсолютно 100%, да. Паскачин и Максимов, к сожалению, не могут. Почему? Потому что они все-таки продукт Советского Союза. Во-первых, это продукт Советского Союза. Во-вторых, это люди, которые пожили достаточно продолжительное время в таком зрелом возрасте в 90-е годы, в криминальные 90-е. Вот не зря же мы, опять повторюсь, услышали это слово «стрелка», и все его поняли. Понимаете? Все его поняли, потому что это жаргон криминальный из 90-х годов. Все росли как деятели и Паскачин, и Максимов в 90-е годы. Все они были в сознательном возрасте тогда. И очень много, они понимают то время. Они то время понимают. Сейчас, очень скоро, скорее всего, это время наступит, и они будут в нем, как рыбы в воде. Но духовными лидерами они не станут. Они не смогут объединить нацию. У них нет образа будущего еще, да, к тому же, ко всему. Они не дают людям картинку будущего. Они не разговаривают, не объединяют людей. Впрочем, в самом обществе нет консенсуса. Общество не может, видите, вот по этому конфликту это очень хорошо видно. Общество не может договориться. Оно не может вообще, и никто ей не дает этой идеи, да, будущего, что нужно этому обществу. Никто не предлагает никаких идей. Общество само не знает, что ему нужно. Туда раздроблено. Кто-то против войны, кто-то за войну. Понимаете? Это тоже как бы играет свою роль большую. Нет доверия между группами людей. Нет тех институтов, которым бы общество доверяло. Люди не доверяют правоохранительным органам. Да? Люди не доверяют судам. Люди не доверяют депутатам. Люди вообще никому не доверяют. Никому. Ни одному институту. Общественному, будь то общественному институту, будь то политическому институту, люди никому не доверяют. Таких институтов нет. Понимаете, а без такого доверия, без вообще наличия таких институтов, которым бы люди доверяли, политическая нация не построится. Вот. Духовный лидер тоже не появится. Без таких институтов, они должны предлагать построение таких институтов, но они не предлагают. Поэтому очень сомнительно, что из них получатся настоящие лидеры нации духовной. И еще сейчас общество очень сильно запугано, вообще люди запуганы. Вот когда появится человек, который готов идти на риск,
ради идеи, ради благосостояния других людей, ну вообще ради в конце концов государства, да, тогда вот духовный лидер появится. Вот такой человек, который готов будет рисковать. Свободой рисковать, репутацией рисковать, ну, я не знаю, там, максимально своей жизнью, да. Вот. Сейчас, к сожалению, на политическом поле такого человека нет. И тогда, вот когда появится такой лидер духовный, тогда мы сможем и разработать национальную идею, идеологию, и тогда мы сможем строить политическую нацию. Сейчас любое, даже, я не знаю, поползновение в эту сторону, да, любые разговоры о построении политической нации, любые разговоры о строительстве настоящей национальной идеи, оно упрется в табу, да, оно упрется в запреты кремлевские. Потому что Кремль поймет, да, что как только нация начинает строиться, как политическая нация, это сразу же она потребует контроля над ресурсами, во-первых. Во-вторых, это будет означать, что в нации есть запрос на суверенитет, на независимость. А это Кремлю не надо. Поэтому любое поползновение еще раз в эту сторону, оно будет жестоко пресекаться Кремлем. В этих реалиях ничего невозможно. Ни построение политической нации, ни создание национальной идеологии, общей идеологии, да, настоящей, ни появление настоящего духовного лидера не будет. К большому сожалению. Но есть надежда, что война все-таки закончится поражением Российской Федерации, да, и тогда мы будем объявлять о независимости Республики Саха. И тогда вот таких грязных склок, как сейчас в Республике Саха, у нас не будет. Часто что делать народу? Конечно. Кстати, кто-то говорил о том, что это проект Николаева, что вот перед выборами он начинает вот такие политические, значит, дрязги. Айсен Николаев, да? Но я все-таки так не думаю. Этот скандал, он может быть, скорее всего, не инициирован командой Николаева, а он, ну и тем не менее, он им на пользу. Он им на пользу. Что народу надо? Народу надо хлеба и зрелищ. И народ все это ест. Он активно за этим наблюдает, он активно все это обсуждает, пересылает, следит, кто что сказал, кто как посмотрел, вместо того, чтобы заниматься реальными делами. Вместо того, чтобы посмотреть, кто, допустим, будет выдвигаться, кого будут выдвигать в Государственную Думу, например, да, или, допустим, заниматься освещением настоящих проблем, где еще можно освещать проблемы, где еще этот опричник в виде властей, да, российских разрешает говорить открыто. Например, это освещать проблемы экологии. Например, это освещение проблем ЖКХ, больная тема. Да? Например, это освещение проблем, ну я не знаю, там их много. Сельское хозяйство, здравоохранение, образование. Везде. Еще пока вот в том, что я перечислила, еще пока можно говорить. Власть еще пока не запрещает. Вот. А вместо этого шоу и зрелища, они, конечно же, продолжаются. И на месте Максимова и Паскочина я бы не продолжала этот цирк, да, потому что на малограмотного Макарова можно вообще абсолютно, ну, и он токсичный, он очень токсичный. На него можно не обращать внимания большого. Ну, сказали, в суд подали. Дальше время покажет, что будет. Но уделять этому там свое время, значит, высказывать свое мнение по этому поводу, что он сказал, а я ему сказал то, а я ему сказал это на самом деле несерьезно. На мой взгляд, так.
На этом, пожалуй, все. Ни с кем надолго не прощаюсь. На этой неделе мы снова увидимся в итоговой передаче в новостной. Всем спасибо огромное. До свидания.